тюркские народы, проживающие на огромных просторах Евразии, это единый этнос, имеющий общий корень и богатую древнюю историю. Biz Türk milletleri kardeşler, Türk halkları her bakili vatandaş. Bir tamırdan bolgan olmu bu taklar, birlik bolsun Türk yigitler ulallar. Единственным выходом, как бы вот и для страны, и для нашего культурного сохранения является как раз налаживание нормальных взаимоотношений с тюркским миром, наверное. Других выходов нету здесь, в нашей стране. С одной стороны, на нас давит Китай с его экономическим могуществом и так далее, большим населением. С другой стороны, Запад, тоже экономически сильное образование. И остается нам центр Евразии для нас, для России, если она хочет сохраниться, по сравнению с такими гигантами. Значит, Россия должна пополняться людскими ресурсами, да? Фабрики, заводы в России должны работать, и работать эффективно. Потребителем нашей продукции, естественно, является, значит, в большей части может быть и тюркский мир, который нуждается именно в такой продукции, понимаете? А с другой стороны, в тюркском мире как раз достаточно людских ресурсов, которые могут быть использованы в России. Ну, а проблемы наших народов, да? Мы хотим сохранить язык и культуру. Значит, у нас ареал распространения наших языков и культуры, он ограничен в рамках Российской Федерации. Потому что был СССР, был больший ареал. Когда стала Российская Федерация, ареал существенно сократился. Да? И применение наших языков и культуры, к сожалению, тоже ограничено. Тем более здесь принимаются различные законы, ограничивающие изучение родных языков, да? Ну, мы знаем, вот недавно был, значит, в республиках, значит, это отказ от обязательного изучения второго государственного языка. В республиках в основном тоже идет уже, в основном, все дело производства начинается на русском языке. Показательный пример был недавно обсуждение кандидатуры омбудсмена, да, в Татарстане. Женщина, которая сказала, что она в детстве знала татарский язык, значит, теперь забыла вроде бы, или вспомнил, не знаю. В общем, короче говоря, человек, который совершенно не знает уже второго государственного языка, что положено по Конституции Республики. Но все равно ее, значит, за нее проголосовали, несмотря на протесты некоторых депутатов, и приняли. Понимаете? Вот так постепенно язык вымывается из дела производства внутри республики. И как говорил вот здесь вот наш старый друг Архан Джемаль, он говорил, что должна быть политическая воля. Вот этой политической воли, по-моему, сейчас в республиках не хватает. И поэтому вот мы во многом связываем наши надежды именно на связи с тюркским миром. Вот посмотрите тоже, значит, наши существующие партии, они все как бы ориентируются на Запад. Западная культура, западная демократия, западное то, все, пятое, десятое. Значит, все прекрасно. Но ни в одной программе, ни в одной партии нет вопроса сохранения народов, их языков, их самобытной культуры, истории и так далее. То есть народы им не нужны, им нужна ровная площадка. Понимаете? Вот это тоже один существенный недостаток нашей российской структуры, нашего российского бытия. Поэтому нам здесь сегодня надо в основном сосредоточиться на том, что нам нужно сделать для того, чтобы концепция или, значит, наше сотрудничество с тюркским миром укреплялось, развивалось и становилось еще мощнее. Что нам не хватает? Какие мероприятия? Понимаете? Ну и, конечно, каждый, вот здесь представители разных народов, они могут сказать о проблемах своих народов. Что нужно, допустим, для сотрудничества с Азербайджаном? Что не хватает? Почему сейчас идет война в Карабахе? Что мы должны? По этому поводу тоже надо будет
обсудить и высказаться. План нашего мероприятия примерно такой. Значит, сначала мы общую концепцию рассмотрим, да, Россия и тюркский мир. Значит, многим я давал рассылку, и там была вот эта скелетная схема, значит, концепция Россия и тюркский мир. Она, конечно, во многом может быть несовершенна, но вот примерно в этом направлении, в этом русле нам надо говорить. Эту концепцию надо развивать, совершенствовать, улучшать, дополнять и так далее. Ну и в конце мы, наверное, обсудим проблему, то, что сейчас происходит в Азербайджане, именно в Нагорном Карабахе, да? Вот. Потом вот хотелось бы тоже обсудить, что у нас, значит, в Китае с уйгурами, там и с представителями других национальностей, малочисленных народов для Китая, так? Мы потом в конце примем, наверное, какую-то резолюцию. Это проект резолюции есть. Но мы зачитаем и обсудим. Сразу обратись в этом замечательном месте, на Таганке, где некогда, во времена предыдущего великого государства, Великого Улуса, Золотой Орды, находилась тюрко-татарская часть Москвы. И очень это символично, что сегодня в Москве имеется такой штаб татар города Москвы, и мы можем с вами здесь по-братски, по-дружески встретиться и обсудить наши неотложные текущие проблемы. Та тема, которая нас с вами сюда привела, эта тема не вчерашняя, не сегодняшняя, это тема вечная, поскольку тюркские народы, и прежде всего татары, в России с тех пор, как она стала называться Россией, или даже Москва начала становиться столицей нашей будущей великой родины, татары не входили, а татары здесь всегда находились. Более того, они были и строителями этого государства. Об этом следует всегда помнить. И несколько дней тому назад, по спредстве Татарстана, произошло тоже очень важное знаменательное событие, где происходила презентация книги о первом после Советского Союза, новом тогда государстве Саудовской Аравии, которое образовалось после распада и расчленения Османской империи. И это был представитель нашего народа, Хакимов, родом из Башкортостана. И написал книгу о нем тоже посол действующий, так же, как и Хакимов, 2 срока подряд находившийся послом. Вот. Русский товарищ, дипломат, и очень много было действующих депутатов, ветеранов внешнеполитического ведомства нашей страны, и советских, и современных российских времен, востоковеды, ученые и представители государственных органов. И сегодня этот разговор, как бы само собой, на мой взгляд, перетекает в продолжение этой темы. И мы с вами по праву можем гордиться тем, что Россия наша Родина. Мы здесь в любой ее части не являемся пришельцами. Мы всегда имели собственную этническую территорию на востоке от Хингана, а еще шире от Тихого океана до Дуная и даже далее. Это все наша Родина. Я сам, как было сказано, представитель Алтая, алтайского народа, известного в истории как алтайский тюрк. Это первый народ, который себя среди других тюркоязычных племен, выйдя из Турфанского оазиса, где сейчас живут уйгуры, перейдя на свою родину Алтай, назвались тюрками. Многие академики, ученые до сих пор не могут расшифровать понятие тюрков и делают неверные выводы. А это всего-навсего означает родичи, ближние. В человеческом смысле и в политическо-административном отношении это обозначало союзники, федераты. Потому что после падения предшествующих тюркам государства наших отцов хуннов, часть хуннов скрылась в горах Алтая, сохранялась. И тюрки, те, которые пришли в Турфанский оазис, китайская летопись сообщает, что они женились на турфанских женщинах, значит, это был другой народ, живший в этом оазисе. Они за 150 лет
по законам Этногенеза обновились, и когда они вышли из прекрасного Турфанского оазиса, где им было тесно, обратно на Алтай, на свою родину, тогда еще понятие Монголия не существовало, это была страна тюрков, и они себя, придя туда, назвали тюрками, что мы с вами родичи, родичи по матери, родичи по отцу. И вот так началась наша описанная история в 552 году. Хотя тюрки, естественно, существовали под названием хуннов, гаагуйцев, теле, кыргызов, уйгуров и других, огузов еще ранее. Я об этом туда далеко сейчас не буду заходить. Да. Хочу просто пояснить, что понятие Алтай – это не только современное суженное понятие в Российской Федерации Алтайского края и Республика Алтай. Алтай во времена Пушкина, всего 200 лет тому назад, Алтаем в русской историографии понимались горы от Алтая, от Иртыша на западе до Байкала на востоке, до Хангая в центре Монголии, и на севере от Красноярска, нынешнего Томска, от Сибирской тайги на юге до Турфанского оазиса. Это был все Большой Алтай. И вот в этом Алтае, в этой золотой колыбели зарождалась наша с вами общая история. И оттуда тюркские народы шли кто на север, во времена мамонтов ушли через Якутию, через Чукотку, будущую Америку. Кто-то уходил, когда еще не было Великой Китайской стены, на юг. И северные китайцы миллионов, 230 миллионов, которые пьют чай с молоком, как кочевники. Это никто иные, как ассимилировавшиеся тюрки и другие, которые появлялись позже, которых они называют ху, северяне. И другие уходили на запад. Мы больше помним вот это движение тюрков с востока на запад, с образованием тюркских государств, тюркских каганатов и в Средней Азии, и на территории нынешней России. За все эти века тюркские народы на континенте Евразии активно взаимодействовали со всеми народами, большими и малыми, и прежде всего с финно-угорскими народами на севере, с русско-славянскими народами в степях и Полесье. И к югу от себя мы контактировали, естественно, с иранскими народами Средней Азии, Афганистана нынешнего, Ирана и так далее. И вот эта связь у нас никогда в течение веков не прерывалась. Сегодня мы, находясь в России, должны помнить, иногда неграмотные люди, я в Фейсбуке читаю, пытаются оскорблять наших тюрков западных, что они, дескать, пришли с какого-то Алтая, некультурного, необразованного. Они забывают, не видели великие курганы Алтая, Тувы, Хакасии, Монголии, что там существовала великая цивилизация. Это надо посмотреть. В то время наши предки во времена расцвета Египта умели бальзамировать тела своих умерших каганов, султанов, ханов. Разве слабосильный или необразованный народ мог иметь? А звериный стиль, известный во всем скифском, это до сих пор не имеет более лучших образцов, чем то, что было в те времена. И лучшие из наших советских археологов, как Руденко, Грязнов, в конце своей многолетней жизни признали, что алтайские, тувинские курганы скифского периода старше по возрасту, нежели классические причерноморские в Крыму, в Новороссии и так далее. До того это считалось, что они, как бы центр находился при Черноморье, они утверждают, что, находясь рядом с Элладой, где была развита скульптура и так далее, не могло возникнуть самостоятельного такого вида искусства. Оно находилось там. И курганы по возрасту на несколько столетий старше этих курганов. И мы видим, что и на Кубани, и на Дунае, в результате новых открытий в археологии, мы видим единую материальную культуру. Это означает, что была единая духовная культура, это означает, что была единая совместная жизнь, возможно, единая политическая жизнь. Но до нас эти данные не дошли в тех времен. Поэтому вот в алтайском тюркском языке, сохранившем свои древние традиции,
Алтаем называется не только горы, где мы сейчас живем. Это понятно, что в Северной Евразии Алтайские горы. Алтаем называется на нашем языке родном Родина. Алтай синоним слова Родина. Не ватан, не отан, не откуда-то, а наше исконное слово Алтай – это родина, где живут тюрки. Поэтому и Азербайджан, и Анадолу, и Дунай, и Крым, и Кавказ, Дагестан – это и есть наша родина. Сам Геродот, отец истории, пишет, чтобы общаться со скифами, надо знать, выходя из Крыма на восток до высоких гор Алтая, Тянь-Шаня, 7 языков. То есть это была общность, а не один народ, как в советской истории пытались скифов сделать исключительно осетиноязычными или ираноязычными. Потому что не хотели признавать вот это наше тюркское первородство. Мы не исключаем, да, часть скифа была ираноязычной. А в нашей тюркологии многое, конечно, к сожалению, замалчивалось, потому что такова была политика царского правительства. Потом она была некритично усвоена и советская тюркология, советским востоковедением. Я по второму образованию являюсь востоковедом, закончил наш великолепный институт востоковедения Академии наук СССР, во главе которого находился академик Гафуров, а его сменил потом Примаков, будущий, всем вам известный ученый и политик. И вот там я видел и с большим уважением относился ко всем востоковедам, ученым. И, конечно, с горечью я видел, что первые ректоры востоковедные, они были тюркологами, а потом постепенно они стали заменяться то иранистами, то арабистами и так далее, поскольку в Советском Союзе значение тюркологии стало не в последнюю очередь из-за политических и идеологических соображений снижаться. Это было связано с чем? Со сменой руководства в Советском Союзе. Если во времена Ленина и Ататюрка были отличные отношения между Турцией и Советской Россией, то после прихода к власти Сталина, Микояна и так далее, у них стал проявляться кавказский акцент во всей политике Советского Союза. Тюркские народы, вообще не знавшие ни о каком пантюркизме, огульно обвинялись подряд в пантюркизме. И, естественно, лучшие люди, вот как тот же Хакимов, Султан Гареев, великолепные люди сложили свои головы. Даки Валиди, башкирский, ну что говорить. У каждого народа мы знаем, сколько было жертв и потерь, и тем не менее мы с вами успешно выстояли, успешно развились. Для нас советский период, если оценивать так объективно, это был период социальной передышки и культурного возрождения для всех народов, не только тюркских. Вот, несмотря на все, так сказать, издержки советского периода, мы должны правильно понимать, что не будь советского периода, не было бы сегодня никаких 5 тюркских республик, ни Азербайджана, ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни Кыргызстана, ни наших автономных республик. Это было создано в период Советского Союза. И не случайно сегодня крайне правые все время кричат с трибуны Думы, начиная с Жириновского, разжигает ненависть, вражду к народам и в немалой степени к тюркским народам. В 1995 году состоялся первый и единственный съезд Конгресса тюркских народов России под эгидой правительства Российской Федерации, когда Черномырдин был премьер-министром, и Миннац провел эту важную работу. Был создан Конгресс тюркского народа, и неожиданно для самого себя я, покорный слуга, был избран президентом Конгресса тюркских народов. И остался по сей день первым, единственным, к сожалению, президентом. Почему? Потому что оказалось, я до этого знал теоретически со студенческих времен, а тут вплотную столкнулся. Я увидел реально, сколько существует наших не только явных, но и скрытых недругов. Которые все время наговаривали Москве, Кремлю, России, русскому народу на тюрков. Даже среди малых народов, я не хочу называть их, я знаю всех поименно, знаю все народы от А до Я Российской Федерации. От абазинов, адыгейцев,
до якутов, юкагиров и эвенков на северо-востоке нашей страны. И вот мы имеем дело вот с этим. А мы в ответ им говорим, ну назовите с момента возвышения Москвы за 500 лет, когда тюрки предавали свою родину. Тюрки, будучи татары, башкиры были казаками, калмыки, они воевали в войнах России со своими единоверцами, но они, поскольку были россияне, они проливали свою кровь за Россию, за царскую Россию. А что говорит о Великой Отечественной войне? Если в 16 году во время восстания народов Средней Азии против призыва в ряды царской армии, до этого не принимали царскую армию, нас как инородцев. И эти же дети, этих людей, как самоотверженно защищали Москву, как защищали Брест, как участвовали во всех войнах. И вот это чудо, которое произошло, Гитлер должен был нас разгромить, уничтожить Россию. Если бы не было у России тыла в виде, как раньше говорили, азиатской России. Если бы не было, я не говорю о нас, россиянах, тюркских народов России, если бы не было Казахстана, если бы не было Средней Азии, если бы не было бы Сибири, ведь счет шел на часы, пока не подошли сибирские и туркестанские дивизии Подмосковья. Это мы спасли страну, и это не помнят, и это мы должны доводить до общественного сознания не только тюрков, но и вообще всех наших сограждан. И мы этим вправе гордиться и продолжать это отношение. У современной России, на мой взгляд, Российской Федерации постсоветского периода, за 30 истекших лет была прекрасная возможность пересмотреть ошибочные доктрины, которые России мешают жить. Это вот была неверная доктрина, подброшенная в 15 веке через католиками и с псковским монахом Филофеем, объявившим, что Москва – это Третий Рим. Претензия на Первый, на Второй Рим. Оттуда шли вот это все отношение к Константинополю, к Стамбулу. Но Стамбул ходили варяги завоевывать еще до крещения Руси, когда они христианами не были. Причем тут тюрки. Понимаете? И Москва никак не могла быть ни Первым Римом кровавым, ненавистным всему миру, который плохо закончил свои дни, вы знаете, ни Вторым греческим Римом. Москва – это Москва. Москва – это столица Скифии, если бы так сказать. Она от нас происходит. Москва – наследница всех правопреемниц и хунской державы, и хазарского каганата, и болгарских государств, и кимакских, и тюркских каганатов, и уйгурского каганата, кыргызского каганата. И она естественным образом, преобразившись в царскую Россию, потом советскую Россию, Советский Союз, стала вот нашей родиной. И об этом нужно говорить сегодня нашему общественному сознанию России. И Россия современная должна была бы навсегда покончить с привязанным или так как бы навязанным ей со времен Петра европоцентризмом. Перед этим ненужным преклонением перед Европой. Как может огромная Россия втиснуться в маленький полуостров, именуемый Европой, который до 15 века вообще был такой отсталой окраиной. Во времена Евразийской панмонгольской империи только Западная Европа, полуостров, и Южная Индия были вне единого нашего государства, где 80% следовало от нас, от тюрко-татарских народов, умение создавать большие пространства в едином государстве, умение ладить с каждым народом, сожительствовать, жить, питаться, хоть чукотской едой, хоть калмыцкой едой, хоть татарской, хоть плов, хоть бешбармак и так далее. Никто из славянских народов этого не умеет. Это я не свои слова говорю, это говорю слова нашего великого предшественника Исмаила Гасперинского, тюрко-российского философа, ученого. Он тогда еще говорил, что мусульмане, под мусульманами он тогда подразумевал, естественно, татар, тюрко-татар, что мусульмане могут
сожительствовать только с русскими, только жить вместе. С французом, говорит, невозможно, с немцем невозможно. Можно иметь коллегиальные связи, но вот так жить задушевно невозможно. И вот я, когда это впервые прочитал, я задумался над этим, проанализировал 100 лет, 500 лет. Это действительно так. Поэтому вот в современных условиях вот наш председательствующий Гаярбей сказал, что вот у нас сегодня взаимная тяга и самое главное совместимость психологическая, ментальная совместимость из европейских народов именно с русским народом у нас совместимость. И это все знают. Вот в той концепции, которая была распространена, есть метафизический смысл герба России. Почему у России две головы? Так вот, одна голова должна быть славяно-православной, а вторая уже должна быть тюркской. Ну, может быть, не мусульманской совсем, но там еще, там тюрков много у нас равных. Но во всяком случае должна быть тюркской. Поэтому если, значит, птица только с одной головы, значит, у нас наполовину, значит, понимаете, эффективность пропадает в стране. У нас нету, действительно, сейчас многие граждане не ощущают себя гражданами России, понимаете? Она как бы родина, как бы чужая страна, понимаете? Вот в чем дело. А они должны ее чувствовать своей единственной страной, ради которой не жалко отдать свою жизнь. Вот в советское время это было такое чувство-то, хотя мы жили и в тюрьме, можно сказать. Очень много правильных слов было сказано, но тюркскому миру нам не хватает стратегии развития. Понимаете, в чем дело? Да, мы хорошо вот об истории можем спорить часами, там и так приятно слушать, какие мы были могучие, сильные, но нет стратегии. Да, вот президентом Алтая не выбирается алтаец. Почему? Отсутствие стратегии. Вот Навальный чем хорош? Он какую-то стратегию начал придумывать, понимаете? И страна чего-то начала просыпаться, понимаете? Что-то закопошилось. У тюрков этого нет. Тюрки сидят в глубоком подземелье и ждут, когда за них кто-то решит. Кто-то принесет готовое решение, то ли из Израиля принесут, то ли из Армении, то ли еще откуда-нибудь. А своих решений-то нету. Где наши политологи, где наши журналисты, где наши этого? Их не видно вообще. Какие идеи-то мы предлагаем? Или между тюркскими народами у нас идет вражда. Вы знаете, татаро-башкирское противостояние там идет где-то, да? А еще с русским народом ведь у нас еще главное, понимаете? Ведь не секрет, что в Татарстане многие считают русских захватчиками. Да и на Кавказе тоже. Вот русские захватили их. Не русские цари, понимаете, а русский народ. А народ-то при чем? Это же такие же наши братья. Причем во многом у нас смешанная кровь. И без русского народа мы ничего на этой земле не сделаем, потому что их большинство. Поэтому нам нужно менять свою политику. Нам нужно активно участвовать в общественных процессах. Вот какая должна быть стратегия. Меня зовут Олег Мустафин, отчество у меня Фаизович. Я этнический татарин. Более того, я родился в Казани. Татарского только языка, к сожалению, не знаю. Папа не научил. Свою сестру, старшую, которая в Казани успела школу закончить и была круглой отличницей, я спрашиваю: Таня, а почему нас папа не научил татарскому языку, хотя сам прекрасно о нем говорил? Она мне говорит: а ты знаешь, в наших кругах, в кругах технической интеллигенции, научно-технической, было не принято говорить на татарском. Я удивился, но эту же мысль мне подтвердила в свое время одна молодая девочка, татарка в Казани, когда я ездил туда в качестве наблюдателя за тем референдумом, помните, о самоопределении Татарстана, за которое они проголосовали, когда Ельцин говорил: берите суверенитета столько, сколько унесете, сколько хотите. И я за своим участком наблюдал вместе с татарской девочкой, молодой девушкой, молодая девушка, студентка, а может быть даже уже окончившая университет, милая, абсолютно современная девушка. Мне казалось, что она говорит с избирателями на участке, по которому мы ходили, на татарском языке. Ну и когда мы с ней познакомились чуть поближе, я у нее спросил: а сама ты как проголосовала? Она говорит: а я проголосовала против суверенитета. Я говорю: вот интересно, странно. Почему? А она говорит: а вот ты знаешь, я, говорит, вообще-то так
чужая вообще среди. Она, в общем, она похожа на татарку, такую, на татарку немножко монголоидного, так сказать, типа. Вот. Я, говорит, татарский знаю плохо. Я говорю, ты ж, по-моему, прекрасно. Говорит, нет, говорит, нет. Она татарка, в чисто татарской семье, живущая в Казани, на татарском языке говорит плохо. Меня это, так сказать, тоже тогда здорово поразило. Да? Сейчас я, конечно, очень жалею, ну вот всю сознательную свою жизнь, уже сейчас я не молодой человек, так сказать, да, что татарского языка мы не знали. Я с моим другом Гаяром не могу, например, по-татарски, ну, кроме простых слов «Салам алейкум, рахмат», да, практически обменяться какими-то мыслями. Но, значит, и эти вот, эта возня насчет языка, которая сейчас возникает, она возникает не только между русскоязычным и тюркским народами, да, не только в Татарстане, где принимаются законы, которые действительно, ну, в общем-то, будем прямо, честно говорить другу, подавляют национальные, так сказать. Но я на самом деле хотел сказать не об этом. Я действительно здесь сейчас представляю некое правозащитное сообщество. Я работаю в движении за права человека, которым много-много-много лет уже руководит Лев Пономарев. И одним из наших главных направлений, которыми занимается наша организация, это вообще исламская проблема, которая в нашей стране, ну, просто совершенно дикие приняла, так сказать, очертания. Ну, в частности, я не думаю, что вы многие, наверное, здесь знают, так сказать, следите, может быть, даже за делом, например, так называемой организации Хизбут Тахрир в России, которая почему-то в России признана террористической, хотя нигде в мире ее террористической не считают. И сейчас ребята, молодые ребята, абсолютно вообще, так сказать, которые просто сотрудничают с этой, в частности, очень много этих ребят в Башкирии, много в Татарстане, получили грандиозные сроки за участие в этой организации. По 24 года заключения. Вы представляете, для молодого человека получить за ни за что 24 года. Это, ну, как бы, это всю жизнь он там проведет, понимаете? Что из него будет? В четверг в Сахаровском центре будет круглый стол, пресс-конференция. В основном там будут правозащитники, ну и жены, мамы этих молодых людей, значит, будет пресс-конференция, посвященная этой проблеме. Мы не хотим всех СМИ туда звать. Например, мы категорически против, чтобы туда приходили представители, ну, таких телеканалов, как НТВ, которые вообще ничего другого не делают, кроме как врут. Все время врут на эти темы, понимаете? Просто сплошная ложь. Причем беззастенчивая ложь, причем такая, которая сеет рознь между, ну, так сказать, русскими, в общем-то, и тюркскими народами, понимаете? Мы их постараемся туда не пустить. Но всех остальных, заинтересованных в решении этой проблемы, это огромная государственная проблема, это не так сказать, не сиюминутная вещь такая. Например, могу вам, ну, привести то, что вы наверняка мало кто знаете. Вот сейчас решается вопрос о лишении российского гражданства одного киргизского парня. Ну как парня? Молодого мужчины, абсолютно интеллигентного, такого спокойного, не политика, не занимающегося никакой оппозиционной деятельностью, ни здесь. Он российский гражданин, давно уже, не в Киргизстане. Он вынужден был оттуда, вообще-то говоря, уехать, да? Дело, скорее всего, продиктовано интересами бизнеса, потому что у него, за ним там осталась большая собственность. И сейчас здесь наше российское правосудие делает все
надумано абсолютно, поверьте мне, просто надумано, подтасовано, я бы сказал вам даже, чтобы лишить его российского гражданства, то есть признать. Я что хочу сказать, я наполовину талыш, наполовину тюрк. И сам по образованию юрист, военнослужащий, участник войны в Афганистане. Все то, что сказали предыдущие ораторы, это очень правильные вещи. Частично я правозащитник, комитет за гражданские права, знаю, что такое правозащита. Значит, хочу сказать следующее. Талышскую культуру можете изучить в Ютубе, очень прекрасно все там есть. Я прошу войти, посмотреть, чтобы я не пересказывал это. Это прекрасный народ, прекрасные традиции, прекрасный язык. А что касается славянского тюркского мира, буквально вчера я создал на страничке слова народа, добавил обсуждение славяно-алтайский тюркский мир. И если мы, как правильно первый наш уважаемый выступающий сказал, если мы вокруг этого соберем все наших братьев, талышей, курдов, лезгинов, кабардинцев, всех соберем, то мы действительно можем приобрести те завоевания моральные, духовные, о которых было сказано. Почему? Потому что именно это объединение сможет служить платформой. Теперь касаемо того, что скрытно делается, правильно сказал уважаемый выступающий, есть скрытные наши враги и скрытные механизмы, которые нас всегда убивают и делают нас бессильными. Как бы мы сейчас не говорили, что мы такие сильные и так далее, но если мы их не определим, соответственно, мы проигравшие. Это сигнал. Дорогой Гаярбей, и, конечно, после научного изложения всех проблем тюркских народов Брунтавьяновичем говорить очень тяжело, но я касательно Азербайджана скажу, что вот в чем причина отдаления не только Азербайджана, а остальных тюркских республик от Москвы, от России. Это в чем это заключается? Азербайджан это республика, сыгравшая огромную роль в судьбе становления вообще российского государства, советского государства, выигрывания самой страшной войне Великой Отечественной. Но что Москва, скажем, московские политики, бывшие советские политики, Горбачев, потом дальше, не знаю, Примаков, все остальные, целый народ чуть ли не назвали диким с экранов центрального телевидения. Какое может быть приближение? Это душевно, морально ранили этот народ, понимаете, допустив вот такие высказывания. Аркадий Вольский это говорил, понимаете, это уже в моей памяти это хранится, когда я был достаточно юным человеком. А сейчас что происходит? Что происходит? Смотрите, Соловьев собирает куча своих гостей, из них постоянно половина или больше половины это армяне. Они, Багдасаров открыто призывает столкнуть Россию лбами с Турцией, с тюркским миром. Ненависть. Да. Призывает к ненависти. Но недавно, скажем, 30 лет тому назад, будучи гражданами одной страны, сейчас азербайджанцы, все другие, скажем, представители тюркских народов, они отчуждены, и они стали жертвами злых языков и злых поведений в отношении них. И не зная это причины, не убирая проблемы все эти, невозможно решить это содержимое вашей доктрине, приближение и сплочение этих тюркских народов вокруг русского народа, вокруг России. Потому что эта политика должна измениться в корне. Старая царская политика, она не проходит, она осталась в те времена. Смотрите, армяне были выбраны царской Россией как орудие для претворения своих планов в Южном Кавказе, на Кавказе. А сейчас Россия сама стала орудием в руках армян в целях претворения своих своего аппетита в жизни.
Но, да, что касается Азербайджана, Азербайджан 30 лет имеет вот на собственной земле 1 миллион беженцев. Ни одна международная организация, ни одна страна вот, относительно Азербайджана даже не проявляет сочувствия. Понимаете, как народ может в духе того, чтобы как-то вот благоприятно вот склониться к той политике, чтобы приблизиться. Это тут, вот в Москве, Советский Союз был развален в Москве, из Москвы все это исходило, и сейчас тоже, вот, не знаю, вот, и пресса, и там, скажем, многие властные структуры захвачены, и, скажем, представителями того народа, который там натравляет русский народ вот на тюркские народы. Я неоднократно в своих выступлениях говорил, что вот немцы здесь 27 миллионов уложили, а почему нет такой там вражды в отношении немцев в сердцах, душах, вот, скажем, русского народа. А вот с турками там в прошлом, позапрошлом веке воевали, а это все время преподносится как кровный враг. Это понимаете, братские чувства вот, ну, тюркских народов, это есть было, а народы, которые там, тюркские народы, живущие вот в составе России и бывших советских республик, они склонны к тому, чтобы было приближение Турции и России. Понимаете, это будет главным фактором вот, решения данных проблем. Но этому препятствует однобокая политика в отношении тюркских народов. Еще, да, вот причина еще есть, что мы, как вы сказали, вот находимся в подземелье, не знаем, там вот, о своем развитии не думаем, ждем, кто-то будет готовить, принести, и мы будем есть. Это да, это правильно, потому что вот этот тюркский народ, настолько в них убито национальное чувство, настолько они разочарованы как бы в строении своей судьбы, поэтому эти народы надо привести в чувство. Чувство, национальное чувство. А когда есть контур силы, который убивает это чувство, и еще народ сам не пассионарный, еще выросшая интеллигенция, большинство превращается в мангуртов, которые забывают про свои корни, про свое, там, скажем, прошлое бытие, и вот возникает вот такое состояние. В России именно татарский народ как преобладает и по численности интеллигентов, вот, они должны быть локомотивом как бы для донесения проблем всех тюрков, живущих и в России, и в отношении бывших советских республик, тюркских. Но нам надо вот, самокритично относиться к себе. Допустим, начертили здесь доктрину там, развития, приближения, сплочения. Но это и на бумаге останется, и пока не уберем причины, порождающие этих элементов. Я призываю привести чувство и донести до центральных властей России, да, чтобы они не давали поводу различным, скажем, антироссийским силам, людям, которые выходят на экран и оскорбляют другие народы, ведут однобокую политику и призывают Россию враждовать с тюркским миром, без которого она выжить и дальше развиться не может. Привести, довести. Кто же будет давать? Каким путем? Есть обычный метод, политическая борьба. Вот партии есть российские. Где там тюркское присутствие? Где в программах этих партий записано что-то о народах России? Нет ничего. Мы же сами аполитичны, пассивны. Вот в чем дело. Или хотя бы давайте свою партию создавать. Так иначе не приведешь, понимаете? Только активной политикой можно. В Коране сказано, Аллах будет только помогать тому, кто сам что-то делает. Понимаете? Просто так нам никто ничего не принесет. И, кстати говоря, это болезнь не только тюркских народов, но и всех коренных народов России. Всех коренных, даже в том числе и русских. Мы все народы коренные, они пассивны.
А вот пришельцы, они активны, понимаете? Они активны. Они начинают там сразу же здесь окапываться, начинают создавать структуры и так далее, и так далее. Вот надо же весь народ, российский весь народ надо разбудить. Единственный, наверное, способ. Значит, участвовать в прессе, публиковать свои статьи. У нас же полно специалистов, журналистов разных, политологов. Где они все? Они везде где-то работают, но у них нет национального самосознания. Вот в этом весь вопрос. Вот это надо сейчас найти. Что нам сейчас делать? Понимаете? Вы предлагаете создать партию, да? Я говорю, разные есть методы. Есть, да, партийное строительство есть. А как? Причем нужно туда и найти средства, вкладывать деньги. Это же не просто так, вот партию создал на голом месте. То есть, вы знаете, вот совершенно правильно, вот я слушаю, очень мудро все время выступает модератор, он правильно говорит, надо конкретику. Вот. И если говорить о том, что вот предыдущие выступающие говорили, да, двуглавый орел, он еще на деньгах, на тенге изображался еще до русских царей еще. Он изображали его ханы Ногайской Орды и так далее. Это еще более древний символ. И очень много вот таких вещей, которые говорят о том, что тюрки это как бы народ, который образует и вообще составляет и как бы всю Евразию формирует. Вот. То есть и Россия как бы без тюркского народа она не сможет ни развиваться, ни побеждать. Да? То есть, поэтому только в единстве тюркского народа, в его мощной демографической силе, которая, вот, например, сейчас выражается, если вы в Москву сейчас посмотрите, вот я присутствую на Федерации мигрантов, там иногда там на совещаниях, вот, допустим, киргизов в Москве 620 тысяч официально проживает. Вот они формируют, например, сейчас тюркское сообщество в Москве, у них есть киргизский конгресс мощный, у них огромное количество кафе, у них огромное количество организаций общественных возникло, и тюркским народам надо идти по этому пути. Вот у нас, значит, я как вице-президент Казахской автономии, как вот в составе вот как бы первоначально фонд Астана, который мы создавали, я настаивал, в общем-то, на такой политике, надо создавать как можно больше общественных организаций. Общественных организаций спортивного назначения, культурного назначения, которые там, вот, допустим, с Альфией Агеевой, башкиркой, Урал-концерт мы создали организацию, вот Жаркын мы создали фонд Астана. Когда мы создали фонд Астана, вот это был та организация, когда вот флаг Казахстана поставили, и тут же 300 человек пришло, 300 человек сразу. А 300 человек это люди, ну, разного плана, но очень много преподавателей, очень много людей, которые умеют думать, которые умеют писать, юристы и так далее, и так далее. Они начинают формировать идеи, они начинают формировать общественное пространство, они начинают формировать информационное пространство. Поэтому как бы вот первая задача это формирование как можно большего количества общественных организаций. Я призываю к этому. Эти организации в процессе своей эволюции, они начнут выдавать новые мысли, новых идейных лидеров, да, то есть которые, возможно, создавая уже агломераты этих организаций, вот, превращаются в конгрессы тюркских народов, в конгрессы кыргызских народов, кыргызов, в ассамблеи народов каких-то России, может быть, ассамблея тюркских народов России там, и так далее. Да? И вот эти ассоциации из этих общественных организаций, они имеют огромную силу, они уже и общественные советы при делах национальности, в министерствах и так далее, они имеют голос. Там преподаватели, там правозащитники, они уже не просто представители, вот просто юрист пришел, просто кто-то, да, это уже пришел представитель, допустим, президент вот ассамблеи там тюркских народов, да, уже с ним считаются, да, то есть, вот, это при этих организациях надо привлекать молодежь, молодежь должна как бы формировать информационное общественное пространство. Они хорошо владеют социальными сетями, веб-сайты создают, там огромное количество, могут отражать эту информацию в интернет-пространстве, могут отстаивать, это могут в YouTube, Instagram и так далее, они широко освещают эти мероприятия. Когда появляется вот такое информационное поле, в котором любой из присутствующих членов организации может в этом открытом сайте, например, подать администратору сайта свою статью и разместить, например, на сайте соответственной организации. Может быть, эти организации должны шире входить в общественное пространство. Вот существует, вы, наверное, все знаете, Московский дом
общественных организаций, ГБУ, Московский дом, государственное бюджетное учреждение. Как только наши организации там заключили с ними соглашение, мы тут же получаем бесплатное помещение для аренды, бесплатную полиграфию, да, для своих это самое. Мы получаем доступ к сайтам правительства Москвы, где мы начинаем размещать свою информацию и шире представлять свое мнение. Поэтому как бы первое – это, собственно, развитие общественных организаций, их создание, привлечение спонсоров или просто людей, которые хотя бы могут небольшими финансами помочь этим организациям для того, чтобы их хотя бы поставить на ноги. Ну, там может быть небольшая аренда, небольшие там разработка фирменного стиля этой организации и так далее, так далее. То есть второе, как бы, это расширение информационного пространства, интернет-пространства. Тогда мы начинаем формировать общественное мнение. Третье, как бы, вот то, что у нас стоит, это, собственно, обязательно в этих организациях выделять людей, которые будут ходить и посещать соответственные курсы. Такие курсы в Москве есть. Это поиск, умение вести бухгалтерию этих организаций, умение привлекать спонсоров для этих организаций. Тогда появляется некоторая сила. И в этой силе как бы уже родится, может быть, создание партии. Может быть, это правильная идея, мне кажется. Вот. То есть, тем более, и привлекать шире разные народы. Вот здесь нету сейчас киргизов, например, я не вижу, да, хотя у них достаточно сильные организации, мощные. Вот, ну, мы, например, их знаем, да. Вот, ну, тоже Раймкул, он посол бывший. Мероприятие собирает десятки тысяч человек в Москве. Да. По 40 тысяч человек. Поддерживать друг друга очень хорошо. Да, ну, то есть, вот какой-то анализ. То есть, необходимо, вот, некоторые организации из этих созданных, не обязательно надо привлечь, выделить из нашей среды некоторых аналитиков. Вот когда мы создавали наши казахские организации, мы начали анализировать вообще рынок казахских организаций на территории Москвы. Ну, например, я нашел около 650 казахских организаций коммерческой направленности и где-то около 12 работающих и не работающих организаций общественных казахских. Да? То есть, когда проведен анализ, тогда можно уже опираться. Можно целенаправленно направлять спонсорские письма о помощи. Можно программы какие-то включать, где уже привлекать какие-то другие средства, да, и так далее. Да? То есть, вот это тоже вот, предварительный анализ ситуации на каком-то рынке. Вот создаем там спортивную организацию, или создаем там культурную, там, концертную, там, не знаю, там, может быть, там организацию по популяризации тюркской культуры, например, да? Или, может быть, какую-то организацию совместную с какими-то религиозными общинами, да? То есть тюркского направления, мусульманского направления на территории Москвы. Тогда у нас будет вот организация, вот только что с Балатом говорили, вот возникли, создали организацию, национальная организация, российская общественная организация национальной борьбы, московская российская организация национальной борьбы Казаша-Куриш. Вот все, вот как бы уже какое-то направление закрыто, да, то есть уже вот как бы есть вот Федерация борьбы Казаша-Куриш, она пропагандирует это, она пропагандирует какие-то другие национальные игры, там какой-нибудь там стрельба из лука, тогда гонит девушку к иску, там и так далее, но как бы вот уже начинает формироваться популяризация культуры тюркской именно в играх и, например, в спорте, например, и так далее, да, то есть вот мне очень нравится, как работает Альфия Агеева, это башкирское общество ССН. Она, значит, последовательно отстаивает дружбу народов. Она каждую неделю проводит вечера дружбы различных организаций. Например, там берет, там, допустим, кумыки-башкиры, там, казахи-башкиры, калмыки-башкиры, там, казахи, да, и все вот сидят вот так и друг другу показывают, а какие у них игры, а какие у них национальные инструменты, а какие... И это тоже, как бы, это идет понимание культуры, мы друг с другом знакомимся, и это тоже элемент объединения этих культур, да, то есть, вот, которые, вот, то есть, ну, вот так вкратце я хотел бы сказать, вот, ну, если надо, я письменно все это изложу, да, то есть, вот, поэтому, так сказать, спасибо за внимание, очень интересно было от других докладчиков послушать, спасибо. Вы говорите, это характерно для тех народов, которые здесь живут сравнительно недавно, все-таки в Москве. Вот первое поколение, как бы, приехавшие из Казахстана, хорошо знающие свой язык, с окружением не очень-то еще знакомые хорошо, поэтому им важно кучковаться, важно собираться отдельно. А вот для таких народов, как татар, которые здесь сотни лет живут, уже здесь все это размыто, понимаете? У нас есть татарских чисто организаций уже нету, вот, особенно в бизнесе. Все смешано, понимаете? То есть здесь уже другая вещь начинается. Но самое главное... Ассоциация исламских
предпринимателей. Ну, это... Марат Кабаев. Нет, ну что значит ассоциация исламских? Это на базе религии собираются они, так? Вот, и ислам это же множество народов, понимаете? И там есть мечеть, конечно, как бы тоже исламская организация. Вы думаете, что так просто вот собраться? Ничего подобного. Поэтому нам нужно еще вот задуматься о чем. Как обеспечить взаимодействие между национальными организациями друг с другом. Татары проводят большую работу. Если взаимодействие здесь, понимаете? И вот вы, как вы говорите, то это опять пройдет несколько, ну я уже вот занимаюсь больше 20 лет. Понимаете, сдвиги-то не очень. И у вас там планы, наверное, на 20, на 30 лет вперед. А что будет за 30 лет? Понимаете, мир у нас очень динамичен, кстати говоря. Он у меня просто на глазах, я вижу, как рассыпается организация. Вдруг волей судеб оказался у истоков создания культурно-исторического сообщества тюркских народов. Это было в татарском культурном центре. Я был приглашен, ну, поскольку я из МГУ, и плюс к этому я еще проректор Академии безопасности и права, и у нас было 15 филиалов, и половина из них было как раз в тех регионах, в тех районах, в тех республиках, где как раз, когда говорят мне, тюркские народы проживают. Вот. И мне пришлось поездить и по Кавказу, и по Алтаю, и по другим местам, и по Якутии. И за 10 лет, только за 10 лет я начал понимать, что самое ценное в нас, русских, и да, в тех представителях этих республик, которые совместно живут многие годы. Общность судьбы. Ее нельзя разорвать. Это как вот по-живому. Я был в Чечне, когда еще Чечня, да, звучала, и там нефтезавод, я ездил. 25% смешанных браков. Сейчас там русских нет. И не будет. И во многих республиках это было. А в Москве как называть ребенка, да, если, да, узбечка и русский, как? Если в Москве, как правило, русский. Если в Узбекистане, давайте подумаем, там бабушки, дедушки, там по-другому. На Алтае легче. Сегодня есть такая тенденция называть детей россиянами. Ты кто, русский? Чай возьмите. Украинец? Здравствуйте. Там смешанный брак. Или татарин, или кто. И вы говорите размер. Говорить там о том, о каком-то объединении, так сказать, о тюрках, как бы преждевременно. Как бы, может быть, уже и поздно, но в то же время преждевременно, поскольку пока вот этот тренд не закончится политически, когда притесняются, значит, притесняется образование национальное, там, языки и так далее, то ну, смысла вот как бы особого нет. Мне кажется, надо готовить и работать на будущее, да, вот, то есть заниматься просвещением, заниматься, ну, как было предложено, создавать общественные организации, которые бы между собой заключали какие-то соглашения. Это очень символично в плане вот этой нашей встречи, которую Гаяр Эфенди нам организовал, и в плане вот взять ее, вспомнить концепцию «Россия, тюркский мир». Ну вот в «Россия, тюркский мир» я вот когда слушал, и у меня вдруг неожиданно возникла мысль, да, в ходе дискуссии после Владимира Ивановича, может быть, «Россия, тюркский мир» и будет не очень, как сказать, точное название, поскольку Россия, она общая, а тюркский мир, он там немножко как претендует на индивидуальность, может, лучше стоит сказать, там, русский, там, тюркский мир, как-то иначе, чтобы обозначить, что в этом движении, в этом объединении и русские тоже участвуют. Через культуру, через проникновение в культуру. Возможно. Вот, и что хочу сказать. Для нас ни для кого не секрет, что русский этнос
как сказал Лев Николаевич Гумилев, он 2500 лет описывает тюркского этногенеза. Там, по-моему, в одной из книг, если не ошибаюсь, «Тысячелетие вокруг Каспия», по-моему, могу ошибаться. Там он так обозначил, что русский суперэтнос возник на основе 3 этносов: тюркском, финно-угорском и славянском. То есть эти 3 этноса были комплементарны друг другу. Они научились жить, существовать вместе создавать какие-то проекты, каждый выполняя свою историческую миссию среди народов. И поэтому Советский Союз и развалился. И сегодня, если Российская Федерация сегодняшняя не вспомнит и не учтет уроки Советской империи, Российской империи Романовых, то она тоже обречена на развал. Поэтому нету другого выхода у власти, кроме как поддержки именно как истинная федерация национального самосознания всех национальных там автономий всяких, в том числе и русского. Русский тоже очень сильно потерял свое национальное самосознание. Его тоже надо возрождать. Вот. И в этом плане я заканчиваю. И в этом плане я хочу сказать, что тюркский мир, если уже взять тюркский мир, исполнял свою миссию испокон веков как коммуникатор, как проводник, как коммуникация между большими территориями и множеством народов. Это как раз Бурантай Янгович об этом сказал, я сейчас просто сформулировал. Мы проводили тюрки коммуникацию. Вот это миссия тюркского народа, о ней надо вспомнить, и мы должны эту миссию нести, и нам должны позволять нести эту миссию. Мы должны требовать эту миссию нести. Я хотел в первую очередь поблагодарить организаторов за такой прекрасный вечер, за такое нужное дело, которое они взялись, причем не первый год. И вручить вашему татарскому штабу вот эту книжку, которая недавно выпущена, «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Эта книга свежая, новая вышла. Это к 75-летию Победы. Значит, здесь Так, книга выпущена на народные деньги. Это не на гранты, ни на чего, на народные деньги. Здесь показана роль Азербайджана и бакинской нефти в победе в Великой Отечественной войне. Значит, изложены кратко про всех героев Советского Союза, вышедших из Азербайджана, про заводы, которые выпускали и Як-3, и Катюши выпускали в Баку. Поэтому, и, значит, самое главное, 80% нефти во время войны добывалось в Баку. Тогда не было еще второго Баку и других мест стратегии. Я хотел дать 15 лет. Я хочу сказать, почему у нас всегда союз. Потому что, как татарский народ говорю, у нас очень народ, скажем, много уделяет времени сабантуям, танцам и артистам. Очень много уделяет время для политики. Мы, как бы всегда, наш народ стороняется политики. Как говорит, а что это такое? Политика же нас не касается. Как не касается? Если политика не касается, то политика по-любому нас коснется, нашу жизнь. Исходя из этого, мы всегда как отталкиваемся. Больше народ приучать, что нужно политикам. Наши институты нужны подготовки кадров, политтехнологов, международных экспертов. Мы смотрим, да, как бы по телевизору, кто там сидит? Все говорят, международный эксперт, политтехнолог. Они друг другу дают такие названия, народ думает и вправду. И он начинает уже от своего имени за весь народ, даже не касаемо никакого отношения к этому народу, идти, да, и за них говорить. Я об этом говорю. Нас почему там мало, да, как бы мы очень мало поддерживаем друг друга, скажем так, да, и политики. И для того, чтобы наши народы, вот, касаемо татар, говорю, для нас большинство, как бы в Советском Союзе еще было, чтобы достигнуть каких-то высот, вот сюда в Москве, каких должностей, у нас меняли фамилии. Это, да, как бы, эта тенденция была, эту тенденцию надо искоренять, чтобы молодежь понимал, не путем фамилии, изменения фамилии надо достигать, а путем своих качеств лидерских, да, как бы знаний. Вот об этом говорю, это же тоже всех народов касается. Я изучил, да, у нас при правительстве есть 14 комиссий. Комиссия по делам национальности, комиссия по делам образования, комиссия по делам русских народов, комиссия по делам даже казачества. А комиссии по делам тюркоязычных народов нету. Хотя тюркоязычный народ это 450 миллионов, 129 народностей.
И в России большинство этих народностей где-то да, живет. А почему тогда нет? У нас комиссия при определении Российской Федерации по делам тюркоязычного населения. По казачествам есть, которые, я не знаю, сколько их. Об этом говорю. Не то, что сами виноваты. Да, там где-то 17 комиссий. Я посмотрел на уровне татар только, да. Наши татар представляет там 2 человека только. У меня 14 комиссий, 83 человека. По идее, согласно переписи населения, мы занимаем 4%, да, они как написали, 4% от населения. Если квотовые, должны мы там присутствовать в этих комиссиях 4%. Не 3 человека, а 14 человек. По идее, посмотрел, да, как бы я никаких не становлюсь. А смотрю, евреи. В этой комиссии где-то 50-60 человек. Вы представляете, ребят? А почему? Других национальностей нету. Че, мы такие глупые, что ли? Есть и наши. Вот и поэтому сегодня Азербайджан ни на кого не напал. Азербайджан проводит антитеррористическое действие на своей территории. Вычищает вот так, наверное, последняя информация. Знаете, что Армения из Сирии, из Ливана, из других регионов Ближнего Востока туда привозил террористов из ПКК и создавала как бы очень крупную опасность для близлежащих, скажем, стран и для Азербайджана в том числе. Но в первую очередь для Азербайджана. У Азербайджана не оставалось никакого шанса. Посмотрите, вопрос Косово. Стоял вопрос Косово, правильно нет? Да. Было добро великих держав, Косово объявили суверенитет и все. И там провели этнические чистки, правильно нет? Сейчас нигде, ни в одной стране мира не найдется такое, чтобы кроме Армении, чтобы моноэтническая страна, правильно нет? Второй пример. Хорватия. После того, как образовалась Хорватия, Сербия, значит, сербы выгнали, провели этническую чистку, выгнали хорватов из их территорий, которые они спокойно веков там жили. Какой был выход? Хорваты собрали 100 тысяч армию, значит, из этих беженцев и плюс добавили к ним своих хорватов. Они отвоевали свою территорию, и она снова присоединилась к Хорватии. Пока еще границы не были. Вот выход из положения. То, что вы сказали, собирать здесь азербайджанскую армянскую диаспору, решать вопрос, который 30 лет решается Минской группой ОБСЕ. 30 лет эта группа ничего не сделала. 4 решения ООН, резолюции, они все не выполняются. Понимаете, нет? Если мало кто знает, Нагорный Карабах – это исконно азербайджанская земля. Она занимает территорию внутри Азербайджана. Поэтому была образована область автономная, не республика, а область. Область не имеет права объявить себя решением народа суверенитет. Понимаете, нет, республика имеет право, а область нет. Она не имела границ ни с кем. Поэтому это все нонсенсы, которые вот... Их все эти нонсенсы все были растоптаны, и это после этнической чистки там 45% было азербайджанцев, 55% армян. После этнической чистки это государство, значит, было моноэтническим, там пошли армяне, и они проголосовали суверенитет, значит, этой страны и выход из Азербайджана. Это нормальное явление, как вы объясняете? Какие могут быть диаспоры в Америке или во Франции решать этот вопрос? Да никто не сможет решить вопрос. И еще это самое. Второй наглость, которая предела достигла. Они объявили, центр столицы была Степанакерт, они вот недавно объявили Шушу, это тоже вообще исконно вопрос, да. Шушу объявили столицей. Причину отталкивания двух больших этносов, да, русских и тюрков, да, надо вот туда добавить, убрать элементы, которые вбивают клин между этими народами. Предрассудки, да. И вот эти вот старые, да, вот это, наверное, мы и добавим, да. Это будет не отталкивание, избавиться это самое, от тех предрассудков, которые столетиями накапливались. Да, вот здесь, да. Вот это вот груз. Мифов всевозможных. Да. Вот это вот да. Дальше. И последний пункт еще. Участники круглого стола выражают глубокую благодарность организации «Штаб татар Москвы» за помощь, оказанную в проведении данного мероприятия. Обязательно. Да? Да, а сейчас мы должны представить слово представителя.
председателю татар Москвы Тимофею Рустаму. Хорошо, что вы потратили время, приехали, здесь все общественники, здесь очень серьезные люди, как-то, может быть, мы сразу не представили. Вот Мунаверова — это вообще легенда, это академик, 87 лет, он, наверное, самый сегодня взрослый, уважаемый. Он является сегодня наш председатель Аксакалов Халиуллин, значит, он не смог прийти, вот он у нас заместитель, значит, совета Аксакалов. Я думаю, что сегодня встреча очень полезная, обмен мнениями. Во-первых, многие сегодня познакомились, поменялись визитками. Какая у нас корыстная цель у штаба, да? Корыстная цель, она всегда здесь, и она, я вам ее скажу. Вот, мы боремся за подписчиков, мы боремся за молодежь, значит, и мы единственная организация в Москве, которая, например, проводит совместные тюркские ифтары, тюркские мероприятия. Вот мы совместно с крымскими татарами концерты проводим. Поэтому хотелось бы к вам обратиться, чтобы вы приглашали к нам молодежь, давали, значит, вот мы визитки раздаем, вот наши, значит, пакеты обязательно возьмите. Вот у нас главный редактор газеты «Рух» Равиль здесь. Вот дайте тоже посмотреть, как живут татары Магнитогорска. Вот. Но у нас главное, что у нас задача? Главное — это интеграция тюркских народов через 50, через 100 лет, которые мы здесь в Москве будем вместе. Это будет совместные мероприятия, это будут совместные браки. Вот у нас в прошлом году одна девушка женилась за кумыка, да, например, а у нас один язык, да. Вот когда вы выступаете здесь, у нас один язык, так ведь вот, карачаевцы, уйгуры, кумыки. Гаярову огромное спасибо, значит, вот он сегодня все это организовал. Я думаю, что вот какие-то должны быть пожелания. Сегодня немножечко, вот я смотрел внимательно выступление, и как-то не все, может, поняли цель, задачу, значит, но главное, вот есть резолюция, все с ней согласны. Если кто-то, значит, есть какие-то дополнительные конкретные предложения, они вам еще позвонят и скажут, да, у нас будет это принята резолюция, она тоже будет везде, на всех сайтах, значит, распечатана. Поэтому сегодняшний вечер вот такой у нас организационный, значит, вот эти два пункта, значит, которые вот последние мы обсуждали, мы их тоже, значит, пополним, да, получается? Поэтому никто не расходимся, давайте все сидим, общаемся, уже самое, значит, мы резолюцию в целом принимаем, да? Все принимаем, все расписываемся. Гаярова все добавления, я думаю, учтет. Вот. Я еще один пункт хотел предложить, как раз вот это зачатки тюркского телевидения нашего, понимаете? Вот штаб татар. Да. Вот может надо это оформить в виде канала отдельно. Да? Вот. И еще я предлагаю вот провести нам следующее заседание в виде онлайн-конференции. Потому что встречаться очень трудно. Вот. Попробуйте организовать вот это в Зуме конференцию в онлайн-режиме, чтобы могли присоединиться тюрки из других регионов. Вот. И, может быть, там мы сможем еще что-то более крупное решить, вот, но по поводу телевизионного канала это просто нам вот так. Тогда еще раз Гаярова аплодируем и начинаем. Русские и тюрки имеют древнюю историю близких отношений. Тесный союз России с тюркскими народами – это залог мира и прогресса.